Доброе утро, дорогая республика! Телеканал «Якутия-24» приветствует всех наших любимых телезрителей. И мы напоминаем вам, что каждый день в 7:00 мы начинаем утро вместе. И это программа «Утро Якутии». Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, то вы можете смело сделать это прямо сейчас. У нас есть активная телеграм-страница. Туда мы скидываем, допустим, какие-то вырезки из нашего эфира, вопросы. Бывают викторины у нас. В общем, там все самое интересное. Подписывайтесь прямо сейчас. Ну и как всегда, начнем мы наш утренний эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 5 градусов. В заречной группе 6-15 градусов ниже 0. В южных до минус 15. В Вилюйской группе 5-14 со знаком минус, в Нижнеленских до 16 градусов мороза. В западных 3-11 со знаком минус. В Колымо-Нигирской группе Улусов 10-23 ниже 0, в Янских 15-24 со знаком минус. На северо-западе ожидается до минус 10 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 6 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем будет небольшой снег, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. Будьте аккуратнее, потому что, возможно, кто-то из вас еще не выглянул за окно, а там у нас идет снег. Но днем обещается плюсовая температура, а значит, этот снег, скорее всего, растает. Ну а что будет вечером, конечно же, узнаем, собственно говоря, и вечером. Ну а сейчас будьте аккуратнее, позаботьтесь о своем внешнем виде, собственно говоря. Ну и самое главное, позаботьтесь о своих детишках, которые, возможно, обрадуются снегу, но нужно быть в первую очередь знаете, аккуратными, потому что все-таки гололед никто не отменял. Ну а мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. С 11 по 13 апреля в селе Колымском Нижнеколымского района состоится очередной съезд Чукчи Якутии с участием делегатов из Чукотского автономного округа и Камчатского края. Участники съезда обсудят социально-экономические проблемы чукотского народа и пути их решения. По итогам работы будет принята резолюция и состоятся выборы председателя Ассоциации Чукчи Республики. Отмечу, что сегодня в регионе насчитываются около 600 чукчи, из них около 300 локально проживают в Халарчинской тундре. Это потомки чукотоязычной этнической группы чаченцев, перекочевавших на левый берег Колымы в 1866 году. Основными традиционными видами хозяйственной деятельности являются оленеводство, рыболовство и охота-промысел. Помидоры, баклажаны, разные сорта перцев, овощеводов пригородных хозяйств начались весенние работы. В долине Туймада 17 хозяйств намерены посадить овощи открытого грунта на 230 гектарах. Также 13 хозяйств сажают разные сорта в теплицах с общей площадью в 162 тысячи квадратных метров. Сейчас овощеводы проводят пикировку рассады, тщательно за ней ухаживают. Также в это время 30 хозяйств сортируют картофель. Насчет субсидий у нас есть поддержка республиканская в растениеводстве. Те хозяйства, которые выращивают картофель, овощи открытого грунта и зерновые. По этой линии мы хозяйствам раздали 24,5 миллионов рублей. По минералке тоже есть поддержка. Хозяйства получили где-то порядка 6 миллионов. Семена у нас по картофелю семеноводством занимается Котрица Екатерина Васильевна. Сейчас она сортирует. Где-то приблизительно 100-150 тонн семян будет продавать. И в Омской области мы тоже 2 вагона картошки на семенные цели привезем. В минувшие выходные в селе Сельдюкар Мирнинского района провели традиционные соревнования, посвященные Дню охотника. Эти ежегодные состязания – своеобразная эстафета между муниципалитетами Алмазного края. В состязаниях приняли участие 7 команд. Ребята из Сельдюкара в упорной борьбе заняли 3-е место, серебро у команды МЧС. Ну а победили в этом году спортсмены культурно-спортивного комплекса Мирного. Конечно, самый зрелищный этап соревнований – битва в снегу. Соревнования прошли на высшем уровне. В этом году участвовало очень много команд. Наша команда «Алроса»
КСК. Вот. У нас этап соревнований было эстафета, стрельба была, потом бег по сугробам, бег по лыжам, с лыжами бегали, костер разжигать. Проводят каждый год. Традиции свои не забывают, они из поколения в поколение передают своим. Все было очень хорошо, наивысшем уровне. Мне очень понравилось. И желаю всем, чтобы участвовали здесь, приезжали, смотрели, брали пример. Вот. Своих предков не забывали. Накануне в Якутске торжественно вручили комплект экипировки республиканской хоккейной команде «Полярные волки». 22 комплекта формы распределены по 3 спортивным школам в Якутске, а также в филиале города Нейрюнгри Алданской ДЮСШ. Напомню, 19 марта в Хангаласском районе республики прошел матч «Лига Мамонта» в рамках церемонии зажжения огня 8-х летних международных спортивных игр «Дети Азии» в природном парке Ленские столбы. В самих соревнованиях принял участие легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов. Именно он и вручил сертификат на приобретение полного комплекта обмундирования для детей. Полностью защитная форма, спортивная экипировка, наколенники, налокотники, нагрудник, шорты, коньки, шлема. Полный комплект и краги, конечно. Дети очень довольны, форма хорошая. И на следующий год наша команда в этой форме будет показывать хорошие результаты. Я думаю, форма будет очень удобной, красивой. Буду одевать коньки, шлем и участвовать в соревнованиях по спорту. Институт развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II совместно с Республиканским комитетом профсоюзов работников образования и науки при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия недавно буквально провело 3-й региональный этап федерального конкурса «Директор года-2024». И сегодня у нас в гостях победитель конкурса. Это директор гимназии Центра глобального образования, депутат Якутской городской думы Александр Чудиновский. Александр Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, конечно, принимаем поздравления, потому что Спасибо. вы попали, значит, в 5 победителей, да. Но необходимо, наверное, отметить, что у нас было 5 победителей и 1 абсолютный победитель, да? Совершенно верно. Вот расскажите немножечко про вообще все этапы конкурсов и в чем основная цель данного мероприятия. Значит, этапы имеют несколько уровней. В первую очередь это муниципальный уровень, но он более такой, так скажем, в упрощенном порядке проходит. И следующий региональный уровень, здесь уже повышенное внимание у всех, потому что он, так скажем, это уже те директора, которые прошли муниципальный уровень и приглашенные серьезные очень гости для участия в жюри. Ну и данный региональный уровень имеет следующие этапы. Это и тестирование, это и мастер-класс, это и стратегические сессии, ну и, собственно, пресс-конференция, практически такая, как мы сейчас, да, находимся с вами в такой же обстановке, и ответы на такие довольно-таки интересные управленческие вопросы в блиц-режиме. То есть данный конкурс проходил не в один день, мы так понимаем, да? Потому что все-таки участников достаточно много, если не ошибаюсь, 26, да? Да, совершенно верно. А более 25 точно участников. Значит, проходил он со 2 по 5 апреля, 4 дня такой довольно-таки плотной работы. Ну и каждый день нас оставалось все меньше и меньше. Меньше и меньше, да. А сколько представителей было от города Якутска? От города Якутска. Город Якутск в этом году представлял я один. Вот, но за кулисами там была, так скажем, довольно-таки увесистая команда, которая помогала мне и поддерживала среди директоров наших школ. Но любой конкурс — это всегда какие-то нововведения, да, это всегда, наверное, может быть, какие-то... Ну, каждый раз же смотрим предыдущий опыт, да, и хотим добавить что-то новенькое. В этом году были какие-то у вас особенности? Особенности конкурса вы имеете Да. в виду? Ну, здесь, конечно, мне сложно говорить. Наверное, что-то и было добавлено, потому что ИРО ПК довольно-таки серьезно подходит к организации данного конкурса. И мне кажется, может быть, что-то с тестированием было связано, потому что тестирование оно было необычное, оно не такое управленческое тестирование, которое мы обычно проходим в период аттестации, а оно было больше психологического содержания, и по итогу руководители видели, какой у него стиль там, и какой у него тип руководства. Так интересно звучит, директор школы сдает тестирование, да? То есть Но немножечко почему бы и так... нет? Почему бы и нет, да? Сегодня это тренд. Хорошо. Вот мы видели сейчас только что фотографии, да, у вас было такое очень
большое жюри, я бы сказала, да, очень много людей было в составе, да, и расскажите немножко о них, и были ли какие-то эксперты, значит, федерального уровня? Да, жюри было, я бы сказал, увесистое. Во-первых, это был уровень республиканский, там были заместители и начальники, представители управления образования муниципалитетов. Также это непосредственно кафедра управления Института развития квалификации Донского второго. И, конечно же, уважаемые гости с Москвы. Это победитель директора года России 2022 и 2023 годов. Вот. Ну и, собственно, сегодня один из них, это 2022 года, Павел Терехов, он вообще сегодня, значит, возглавляет президентский лицей «Сириус», который находится в Краснодаре. Поэтому опыт его и, так скажем, было очень интересно послушать. А вот вы в этом году выступали в качестве участника, да? Но можно же попасть и, вот, как вы уже сказали, в эксперты, да? Хотели бы вы уже в следующем году, допустим, оценивать работу директоров нашей республики? Интересный вопрос, конечно. Конечно, мы как участники оценивали не только друг друга, но и работу жюри. Вот. И, возможно, если представится такая возможность, почему бы и нет. Да. Александр Владимирович, вы такой достаточно молодой директор, да? Если вот, допустим, в наше время мы всегда видели директоров, это обычно люди уже в возрасте, с огромным опытом, да, это вот они сначала работали там 20 лет преподавателем, потом перешли в заучи, и потом пришли к финальной ступени, это директор школы, да? Вы очень молодой, амбициозный, да? Вы всегда считали, что станете вот таким управленцем большой, такой очень хорошей школы? Конечно, с чего-то все начинается. В свое время мой папа был капитаном одного из самых больших теплоходов республики, СК. И все детство я проходил с ним по нашим могучим рекам, по Алдану и по Лени. Ну и с детства хотел быть капитаном. Была моя мечта. Да. Ну, все зарождается, конечно, с детского возраста, появляются амбиции, как и у наших учащихся сейчас. Это видно сразу, кто кем хочет стать, и у кого, и кто насколько серьезно настроен в своей будущей деятельности или отношении к своей профессии. То есть вы осознанно пришли в эту профессию или профессия выбрала вас? Нет, это было, скорее всего, осознанные шаги, планомерные, от экзамена к экзамену, от конкурса к конкурсу, от уроков к каким-то семинарам и конференциям. То есть это довольно-таки... Но сказать, опять же, что там не было частички удачи там, или еще каких-то метафизических явлений, конечно, невозможно. Без этого невозможно. Есть настрой, а дальше, конечно, судьба сама тебя уже выправляет. Ну, вернемся, конечно, обратно к конкурсу «Директор года 2024». Да? Мы знаем такую интересную статистику о том, что да, в первом конкурсе принимало участие всего 7 да, участников, а в этом году уже 26. Да? С чем связана такая популярность? Как думаете, почему сегодня вот, директора активно участвуют в подобных конкурсах, когда у них и так ведь работы, наверное, немало? Ну, здесь, конечно, стоит отметить и организационную работу Министерства образования Республики и науки, и Института развития и повышения квалификации. Ну, собственно, и то, что последние 2 года вот этот конкурс приобрел общероссийский статус. Это, конечно, тоже довольно-таки значимое явление. Ну, и я считаю, что это основные факторы к тому, что интерес возрос. А абсолютный победитель поедет представлять интересы нашей республики уже на... Значит, какой город и когда это произойдет? Не только абсолютный. А, вы тоже едете? По-моему, полетим мы все. Судя по тому, что у нас кулуарные уже, так скажем, планы были, разговоры об этом. Поэтому на общероссийском этапе имеет право участвовать любой желающий директор, независимо от того, прошел он региональный уровень или нет. Но, тем не менее, акценты, внимание и министерства, в том числе и нашего города, конечно, будет так скажем, акцентирован на тех участниках, которые победили. И абсолютные победители. Здорово. Ну что, Александр, тогда мы пожелаем вам той самой удачи, о которой вы уже говорили сегодня, да. Ну и, конечно, глядя на вас, мы уверены, что у наших детей есть прекрасное будущее, и они в надежных руках. Спасибо вам за то, что посетили наш утренний эфир. Спасибо. Заглянем-ка, друзья, сегодня в шкаф, и дверцы все его раскроем шире. Все дверцы шкафа распахнем мы так, чтоб солнце стены сильно осветило.
Сегодня день восходящего солнца в шкафной стране. Это достаточно уникальный праздник, отмечаемый ежегодно 9 апреля. Достоверно неизвестно, почему выбрали именно эту дату. Мнения сторонников торжества сходятся в одном. Зимой неинтересно исследовать богатство шкафной страны. А весна подходит идеально, ведь не только природа нуждается в ежегодном обновлении. Шкафная страна – это волшебное место. Ее жители верят, что весной сбываются сны, осуществляются мечты. Стоит только появиться весеннему солнцу. Эта вера помогает им на протяжении зимы. Как же отпраздновать столь необычный праздник? Стоит в первую очередь перебрать вещи. Мода переменчива, но с помощью фантазии можно превратить одежду в такой необычный шарм и неповторимый стиль. Только нужно больше света. После гардероба не лишним будет пошуршать и в других шкафчиках, перебирая книги, посуду и фотоальбомы. Весеннее солнце восходит. Не стоит упускать такую возможность. Вот такой необычный праздник, но, собственно говоря, самое главное из этого – это нужно все перебрать, выбросить старое, ну и как можно подольше открыть двери своего шкафчика, дабы там, возможно, вот благодаря солнечным лучам появилось что-то новенькое. Ну а какими еще датами и событиями запомнился этот день, узнаем далее. На календаре 9 апреля – День финского языка. По народному календарю Матрёна Наставица Полурепица. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины просили благословения на труд у святой Матрёны. Этот день в истории. 1682. Путешественник Лассаль провозгласил владением Франции большую американскую территорию. 1699. Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улицы и переулки. 1782. В Париже открылся один из крупнейших театров Франции – Одеон. 1989. Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши. В этот день родились 1906 Леонид Соловьев, советский писатель и сценарист. 1926 Всеволод Сафонов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1933 Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино. 1958 Елена Кондулайнин, советская и российская актриса, певица, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Александр, Ефрем, Иван, Макар и Павел. У многих утро начинается со стакана теплой воды, у кого-то с чашечки кофе, а кому-то для пробуждения обязательно необходимо сладенькое, например, какао. Британские ученые проверили влияние флавоноидов на малоподвижных, но здоровых людей от 40 до 60 лет. Исследование велось на протяжении 5 недель. Сначала участники интенсивно занимались на велотренажере, чтобы эксперты выяснили их максимальный потенциал и показатель максимального потребления кислорода. По прошествии некоторого времени испытуемых разбили на 2 группы. Когда участники стали упражняться, специалисты засекали время, требуемое для доставки кислорода в организм, чтобы удовлетворить потребность в физнагрузках. Чем меньше было это время, тем лучше испытуемые выполняли упражнения. Выяснилось, что добровольцы, выпившие какао перед занятием спортом, уменьшили время отклика приблизительно с 40 до 34 секунд. Однако исследователи заметили, что тем, кто желает повысить эффективность физнагрузок посредством флавоноидов, нежелательно злоупотреблять шоколадом, так как это может привести к набору лишних килограмм. Лучший вариант – это приготовить напиток – какао. То есть чашечка теплого какао с утра и спорт не запрещается, а даже рекомендуется. Берем на заметку, а вот зарядку предлагаем сделать прямо сейчас с нашим фитнес-инструктором. Доброе утро! Сегодня мы с вами проведем комплекс упражнений на проработку мышц спины и плечевого пояса. Для тренировки нам понадобятся гантели от килограмма до 2, либо можно заменить бутылочками с водой 0,5 литра. Перед выполнением любой тренировки не забывайте проводить суставную разминку. Начнем мы с вами с проработки бицепса. Положение. Руки прижаты к корпусу. Далее вытягиваем точно вниз.
Гантели развернуты. У нас будет жим точно вверх до самого конца и уводим до самого низа. Вверх и снова до самого низа. Далее мы следим за тем, чтобы у нас не было заломов кисти. Эту позицию мы исключаем. Все четко, плечевой пояс раскрыт, локоть прижат к корпусу. Поехали. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И далее мы переходим сразу к следующему упражнению. Уходим в наклон. Спина параллель с полом, локти мягкие, и мы будем делать раскрытие, верхнюю точку до уровня плечевого пояса. Также делаем 12 повторений. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И поднимаемся, закончили. И у нас остается крайнее упражнение верхней точки. У нас будет подъем гантель перед собой до уровня плечевого пояса и будем уводить обратно в нижнюю точку. Локоть также остается мягким. Работаем на 12, 12, 11, 10, 9. Исключаем инерцию в корпусе. Подъем только за счет дельт. 5, 4, 3, 2, 1. Каждое упражнение мы выполняем по 12 повторений. Комплекс повторяется в 3 подхода. И не забывайте, что если у вас нет гантелей, вы всегда можете заменить их бутылочками с водой. Хорошего дня, до новых встреч! Без спорта и физических нагрузок представить жизнь современного человека достаточно сложно. Ведь будь то зарядка, либо походы в спортзалы, пешие прогулки или профессиональный спорт. Так, совсем недавно отгремела 5-я спартакиада зимних видов спорта в Алдане и Нерюнгри. Спортивные состязания были нешуточными, и командам, и личникам пришлось побороться за свои медали и право стоять на пьедестале. Об одном из лидеров этих соревнований и о его спортивных успехах, а также о его семье, смотрите в нашем следующем сюжете. На 5-й спартакиаде зимних видов спорта в Алдане лучшее время среди мужчин показал Михаил Соснин из команды Алданского района. Для мастера спорта России эта медаль спартакиады стала 3-й в карьере спортсмена. Всегда приятно. Я просто в 2007 году еще кооперацию проводили, бежал тоже. Вот, и поэтому приятно, хорошо. Готовились. Показали, на что готовились. Сегодня была гонка смазчиков, у кого как лыжи работали, те такие результаты и показали, в принципе. Вот. Это интервью первоклассный лыжник дал нам после всех завершающих соревнований, где он по итогу завоевал 5 медалей, 3 из них золотые. За день до этого мы встретились с ним и его женой Екатериной, тоже лыжницей и участницей спартакиады, в его родных Пенатах на лыжной базе. Привлекло тем, что секция лыжных гонок была ближе всего к дому. Поначалу вообще не понравилось. Вячеслав Леонидович провел беседу, сказал, что надо еще попробовать. Вот пробовали, ездили, стали выступать и сказал: Мишаня, надо бегать на лыжах тебе. Ну вот бегаю уже. Михаил в спорте уже 20 лет. Спорт же и познакомил его с будущей супругой. Мы знали друг друга давно, потому что у нас в лыжном спорте как бы все друг друга знают, особенно кто примерно по годам плюс-минус одинаково, там плюс-минус 3-4 года. Знали друг друга давно, но общаться стали в 2017 году. Катя как раз вот за Хабаровский край ездила, выступала. Вот. У меня был хороший друг, он раньше тоже бегал на лыжах, и я к нему в гости приходил. Ну, там, то чай попьем, то еще что-нибудь. И как-то вот все закрутилось, завертелось, и все. И просто в какой-то момент, видимо, звезды сошлись, мы начали общаться. Но потом случилось так, что мы разъехались. Миша поехал в одну часть России бегать, я в другую часть России. Но мы все равно как-то поддерживали связь. И как-то на Новый год он сказал: давай я приеду. Он приехал, я его встретила в аэропорту, и в принципе мы поняли, что как бы дальше мы поедем уже вместе. Сегодня у спортивной семейной пары подрастает 3-летняя дочь Юлия. Молодые родители души в ней не чают, но подобной судьбы девочки не желают.
если ей будет хотеться заниматься лыжным спортом. Я надеюсь, что не будет хотеться ей заниматься лыжным спортом. Не надо девочкам на лыжах бегать. У них, кстати, с Мишей один день рождения. Так получилось. И, то есть, Юле было месяц, полтора, он уехал в сезон, и зимой я была с ней одна. Я справилась. Сейчас я как бы уже не представляю свою жизнь по-другому. Сейчас я успеваю и потренироваться, и на работу сходить. Плюс она уже повзрослела, пошла в сад, стало намного проще. Спорт – это тяжелый труд и самоотдача. Несмотря на то, что наши герои не представляют свою жизнь без спорта, безусловно, это люди с закаленным характером. Чемпионат России в Мончегорске проводится по марафонским дистанциям. Мужчины бегут 70 километров, типа сверхмарафон, 7 кругов по 10 километров. И вот первые 4 километра почти всегда идешь в гору. И мне стало плохо на 4-м круге, то есть на половинке. Вот, и все, страдал. И надо было просто доехать. Вот доехал кое-как. Все различные первенства выигрывал. Дважды на Кубке мира бегал. Вот как раз номер есть с Кубка мира. Это мы бежали в Сочи. Но это мой не лучший Кубок мира. Это я первый раз отобрался. Здесь я занял, кажется, 46-е место. Вот. А на следующем в Рыбинске, там я уже в топ-30 заехал. Это хорошо. Это не победа, конечно, но тоже хорошо. Самая высокая награда, я считаю, это чемпионат России топ-10. У нас это тяжело, очень тяжело. Вот. Дважды был топ-10. Миша продолжает свою карьеру, потому что глаза у него горят, я это вижу. Пока глаза горят, нужно бегать. У меня задача стоит выиграть все, что я побегу. В первый день первое место, во второй день первое место. Командный спринт выиграем, эстафету выиграем. Блин, биатлон сказали бежать, там будем стартовать, участвовать. Все дистанции у Екатерины. Преодолеть себя, доехать, да, вот, все просто вообще. Я всю дистанцию шла одна, но я работала как бы только на победу, потому что я сегодня планирую быть все-таки на пьедестале. Коренному алданцу Михаилу и его супруге Екатерине не привыкать стоять на пьедестале, ведь они стабильные лидеры по лыжным видам спорта. Желаем ребятам дальнейших спортивных успехов и как можно больше золотых медалей в их общую семейную копилку. Было бы глупо считать, что спортсмены – это роботы, которые тренируются 24/7 и не интересуются ничем другим. Они ведь тоже люди, у них есть свободное время и свои увлечения. Они общаются в спортивных сообществах или даже выступают вместе, а иногда это приводит не только к дружбе, но и к вот таким большим чувствам. Так и получилось у этой замечательной семьи. Ну а наш следующий репортаж будет также о прекрасной семье Чите Романовых, в частности, об их уникальной семейной традиции. Этот год объявлен годом семьи. Семья – это дом, мама и папа, близкие люди. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье. Семья – это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. А еще семья – это традиции, истории, передающиеся от поколения в поколение воспоминания и вещи. Вот и в семье Анжелики Додоновны есть семейная традиция – коллекционировать самовары. Коллекционировать я начала более 10 лет назад. Началось это с маминого самовара. За это время я успела собрать около 60 самоваров, начиная с угольного разных форм. В коллекции есть самовары таких форм, как банка, кратер, яйцо. Есть электрические и сувенирные самовары из разных материалов, таких как дерево, медь, латунь, керамика, хрусталь, выдувное стекло. Также в коллекции имеются редкие угольные самовары необычной формы, восточные, инкрустированные полудрагоценными камнями. Самовары датируются от дореволюционных и до наших дней. Каждый самовар носит свою историю. Здесь представлен самовар фабрики Шимариных, дореволюционный, трактирный так называемый. Это самовар большого объема, у него необычные ручки. Такие самовары использовались в трактирах. Это самовар формы кратер дореволюционного периода, необычной формы, очень красивый, с красивыми ручками, ракушками и с трубой для разогрева. Самый старинный самовар, представленный на выставке конца XVIII века, это медный английский. Их изготавливали для горячих напитков, таких как пунш, глинтвейн и другие. Здесь самовары разных форм. Гранная банка, репка, яйцо,
тоже дореволюционного периода. Внизу стоит самовар фабрики Зубовых, форма дулей называется. Наверху электрический самовар «Вятка» советского периода. Чеканный самовар, форма кубок. Здесь представлен редкий хрустальный самовар, жаровой называется, он функциональный. То есть туда тоже также заливали воду, но подогревали его спиртовыми таблетками. Есть самовар поющий, так называемый. Это самовар автор формы кример. Когда туда воду заливаешь, он издает звуки. Набор самовара самого распространенного, 56 раз уменьшенная копия самовара самого Льва Николаевича Толстого. Поэтому он называется «Ясная поляна». Электрический самовар, произведенный после 1961 года, первого полета человека в космос. Форма этого самовара – ракета. Они бывают с разным узором, орнаментом, но вот я подобрала именно похожий на якутский орнамент самовар. Рядом представлена уменьшенная копия. Сувенирный самоварчик, тоже форма ракета. Пополняет коллекцию Анжелика Додоновна, покупая у таких же коллекционеров, как и она. Некоторые приобретают в аукционах, заказывают через интернет, но и в поездках покупка самовара является одной из главных пунктов. Этот самовар я купила из такого российского сообщества самоварщиков. Он тоже дореволюционного периода самовар. Очень интересная форма, называется рюмка. Зная увлечение Анжелики Додоновны, друзья и родные дарят самовары. Один из подаренных самоваров украшает ее выставку. Он очень функциональный, можно собирать гостей, друзей вокруг таких самоваров. Поэтому очень радостно, что традиция продолжается, самовары совершенствуются. И ведь действительно, история самовара не заканчивается. Она продолжается, собирая семью вокруг себя, даря тепло и уют. Аэлита Стручкова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Потрясающая коллекция. Лично мне запомнился мини-самовар, копия самовара Льва Толстого. Интересно, миниатюрный этот экспонат функционирует или он просто создан в виде сувенира? А в мировой издательской продукции также существуют свои миниатюрные издания, которые составляют незначительную часть. Однако в последние десятилетия они завоевывают все большую популярность. По международным стандартам миниатюрные издания считается книга, формат которой не превышает по высоте и ширине 3 дюймов, то есть это примерно 76 мм. Есть еще микрокниги до 10 мм и ультрамикрокниги до 1 мм. Их изготавливают, чтобы показать искусство мастеров. В нашей стране миниатюрная считается книга, не превышающая размер 10 на 10 сантиметров. Книжки чуть больше называются уже малоформатными. Об одной из такой уникальной книги узнаем в нашей постоянной рубрике. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня, в эпоху большого количества массовых изданий, миниатюрные книги являются раритетом, представляющим собой искусство книги, печати и переплета. Отдел редких и ценных документов Национальной библиотеки формирует коллекцию миниатюрных книг. Я сегодня познакомлюсь с миниатюрной книгой из этой коллекции «Ви» пера Николая Васильевича Гоголя. Эта книга размером высота 7, ширина 6 сантиметров. Мистическую повесть «Ви» Николай Васильевич Гоголь написал в 1834 году. В повести объединены романтизм и реализм, фантастика и реальность. В чем же смысл повести? Он довольно простой и отображается в поведении и именах главных героев. Бурсаки, которые учатся в духовной семинарии, не особо переживают за чистоту своей души. Им важнее, чтобы было что выпить, поесть и покурить. Они даже не могут удержаться от соблазна украсть то, что плохо лежит. Поэтому это герои, с которых не стоит брать пример. Хамак, как главный герой, попадает в передрягу с панночкой и отправляется на своеобразное испытание, чтобы проверить, насколько сильна его вера. Прежде чем написать мистический шедевр, Гоголь изучал фольклор, где описывалась всякая нечистая сила. Ви – один из тех существ, которые наводили страх на простой народ.
Этот демон внешне очень страшный. У него огромные ресницы и веки, и не мог их самостоятельно поднять. Именно поэтому он говорил, когда вошел внутрь церкви: «Поднимите мне веки». Все остальные бесы помогают поднять веки, и только после этого Ви может убить взглядом любого, кто на него посмотрит. Не стоит смотреть греху в глаза, чтобы не дать пробраться глубоко в душу. Любому человеку важно заботиться о чистоте своего внутреннего мира, убирать из него все ненужное, что может повлиять на его мысли и рассудок. Именно таким был главный смысл повести Николая Васильевича Гоголя. Я приглашаю всех желающих посетить отделы редких и ценных документов Национальной библиотеки и познакомиться с уникальной коллекцией необычных миниатюрных изданий. Хризантемы – пожалуй, самые популярные цветы. Благодаря предрасположенности к холодной температуре многие садоводы и флористы используют растения в ландшафтном декорировании и в букетах. На сегодняшний день это растение считается национальным символом Японии. Ежегодно здесь устраивают фестиваль счастья, на котором цветы занимают главное место. Также это растение красуется на императорской печати и считается неофициальным гербом страны. В Японии даже существует орден хризантем, и это высшая награда. Азиаты верят, что именно этот цветок принесет в дом владельца счастье, удачу, радость и множество улыбок. Кроме этого, хризантема считается символом дружбы и взаимоуважения. Сегодня мы сосредоточимся на удивительных и всем известных фактах о хризантемах. Знали ли вы, что у этой культуры богатая и долгая история? Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня на сцене прекрасная, таинственная представительница Востока хризантема. Первые упоминания о хризантеме появились в Китае еще в 15 веке до нашей эры. Из Китая хризантема перекочевала в Японию и очень полюбилась японцам. Кстати, в Японии хризантема носит название кико, что означает «солнце». Именно с таким названием хризантемы «солнце» связана одна из легенд, согласно которой злой дракон хотел украсть у людей солнце, но, схватив огненный шар, обжег себе лапы. В ярости зверь стал рвать и метать этот самый огненный шар, а солнечные блики, попав на землю, превратились в хризантему. В Европе хризантема стала известна с XVIII века. В 1753 году известный ученый-ботаник Карл Линней назвал этот цветок хризантема. Для этого он соединил два греческих слова – золото и цветок. И действительно, изначально хризантемы – это были небольшие желтые цветы, похожие на ромашки. В данном случае слова «желтый» и «золотой» выступают как синонимы, то есть слова, близкие по значению. В Россию хризантема попала в XIX веке вместе со своим названием – хризантема. Так она нам известна и до сих пор. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Удивительно, как одно небольшое растение может хранить в себе такую великую историю. Ни для кого не секрет, что многие растения, как, например, та же хризантема, не только радуют глаз, но и обладают полезными свойствами. А если спросить у ребенка, какое же растение, овощ или фрукт полезнее всего, то, я думаю, он незамедлительно ответит – чеснок. Как сказали медики, аллицин, входящий в состав этого овоща, сохраняет здоровье глаз. Благодаря данному соединению происходит расширение сосудов и стимулируется кровоснабжение сетчатки. Ранее врачи рассказывали, что чеснок обеспечит снижение артериального давления. Также медики отметили, что черный ферментированный чеснок полезнее обыкновенного. Концентрация активных компонентов в таком чесноке увеличивается от 3 до 8 раз.
Черный чеснок одержал победу над белым по всем пунктам. К тому же он не создает специфического запаха. Кроме того, иммунолог заявил, что чеснок помогает в борьбе с возрастными изменениями кожи и уменьшает вероятность появления злокачественных новообразований. Вот какой он чудо-продукт чеснок. Говорят, что если регулярно употреблять его в сыром виде, то вы сможете продлить свою жизнь аж на 10 лет. Отличные новости из мира здоровья мы запомнили. Ну а теперь давайте же узнаем, что же произошло на территории Якутии и за ее пределами за прошедшие сутки. Мы продолжаем освещать самые заметные события этого утра. Минздрав республики в год детства проведет ряд мероприятий, направленных на оздоровление детей. В частности, перед ведомством стоит задача обеспечить ежегодные профилактические осмотры не менее 95% школьников региона. Ведомство усилит также работу по профилактическим медицинским осмотрам подростков, организует мероприятия по повышению осведомленности населения о важности иммунизации, проведет работу над увеличением охвата детей вакцинации на 10% по сравнению с предыдущим годом. Также в планах министерства внедрение цифровых сервисов для мониторинга здоровья детей и информирования их родителей. Тем временем Якутия готовится к весеннему паводку. По данным гидрометеослужбы, во многих районах наблюдаются высокие снегозапасы и низкая толщина льда. Уже сейчас начались укрепительные и превентивные мероприятия, чтобы своевременно обеспечить полную готовность. Например, на территории республики паводково-опасный сезон начинается в конце апреля и начале мая, ну а в Нерюнгринском районе при неблагоприятной паводковой ситуации под потопление попадают 2 населенных пункта. Это село Иенгра, именно один дом, где проживает 4 человека, и поселок Чульман, где расположено 7 дачных домов. Также всем жителям рекомендуется избегать выходов на водоемы. В указанное время следует воздержаться от выезда транспорта на лед водоема, от выхода граждан на лед водоема. Также в преддверии ледохода не следует оставлять транспорт на берегу рек. Судоводителям следует помнить, что выход маломерных судов на лед водоема до официального открытия навигации запрещено. Также напоминаем родителям, что в период ледохода у детей увеличивается интерес к данному природному явлению. Следует помнить, что водоем является источником повышенной опасности, и нахождение детей на нем без сопровождения взрослых недопустимо. Якутские коммунальные службы в весенний период активно работают на вывозе снега с дворов и улиц города. Ежедневно на этих работах задействовано порядка 200 единиц техники и 250 работников. Весь собранный в городе снег отправляется на спецполигон, где его принимают круглосуточно и совершенно бесплатно. На нем работает и спецтехника, бульдозеры и грейдеры, которые трамбуют и укатывают снег. На данный момент на полигон уже вывезено 652 тысячи кубометров снега. Напомню, вывозить снег на реку на несанкционированной свалке или оставлять его на проезжей части или вдоль нее категорически запрещено. Работа у нас проводится в рамках объявленного постановлением окружной администрации города Якутска весенней очистки города, который будет продолжаться на протяжении 4 месяцев, и в рамках распоряжения по безопасному пропуску талых вод в городе Якутске. Ежедневно сюда завозится порядка 6-8 тысяч кубов снега. Также в рамках этой работы у нас проводится пропарка водоотводных лотков и приямков в городе Якутске. В культурном центре «Сергелякские огни» стартовал 4-й сезон всероссийского регионального проекта «Твой ход». Это самое масштабное студенческое сообщество, где каждый готов направить усилия и энергию на создание востребованных проектов. Накануне в этом мероприятии приняли участие более 600 студентов вуза. Для них рассказали, как работает сам проект, и кроме этого показали презентации и мастер-классы. Для многих молодых поколений это стало открытием, некоторые даже впервые узнали об этом проекте. Рассказали про то огромное количество возможностей, которые он предоставляет для всех студентов в нашей стране. Рассказали про различные направления, где можно себя попробовать, в чем можно реализоваться, какую поддержку получить. Ну и надеемся на то, что это было для ребят очень полезно. Ну, судя по их отклику, это действительно так.
Планы грандиозные, очень хочется на то, чтобы с каждым годом наш проект все больше и больше интегрировался в студенческую жизнь и студентов из Якутии, чтобы они все чаще и чаще принимали участие и в наших мероприятиях, в наших спецпроектах. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. А у нас еще одна замечательная новость. Недавно состоялся первый кубок Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия по дронам среди школьников и студентов. Организаторами выступили Миноборнауки Республики, а также Федерация дронов Якутии и Средняя общеобразовательная школа номер 39. Соревнование прошло по 2 дисциплинам. Участвовало всего команд, это много команд, это 7 вузов, СУЗов и школы. И сегодня у нас в гостях наставник, победитель Кубка, заведующий учебно-проектной лабораторией механотроника Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета Сергей Филиппов, а также победитель в категории «Студенты» в личном зачете первого Кубка, студент Физико-технического института Анатолий Винокуров. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала, конечно, принимайте поздравления, да, Спасибо. Анатолий. Первое место за вами. Но к вам мы вернемся чуть позже. Давайте для начала поговорим с Сергеем Михайловичем, да. Что за интересный конкурс, да, и раз уж он состоялся впервые, наверное, были какие-то определенные цели, задачи. Смогли ли вы всего достичь? Да, такого рода мероприятия у нас проводится в республике в первый раз. Получается, целью было, организаторами были не мы, но мы тоже сотрудничаем с организаторами. И в этот раз было выявление сильных пилотов для дальнейшего участия уже на российском уровне. Вот, посмотрели на уровень наших пилотов республики. Все очень хорошо летают. Особенно хорошо потренировались на симуляторах, то есть было 2 категории. Это полеты на симуляторах и реальные полеты. На реальных коптерах пока опыта у нас маловато, но очень хорошие пилоты тоже есть. Немножко разброс такой получился по опытности. То есть участвовали ребята уже, у которых есть хороший опыт, да? Да. То есть без опыта вообще не брали участников? Нет. Конечно, всех натренировали, всех вывели на определенный да? уровень, да. Хорошо. Анатолий, как давно ты занимаешься беспилотниками, да, и почему тебе интересна эта тема? Ну, я начал можно сказать, в 2021 году, а так заинтересовался еще в 16-14 годах, когда я смотрел видеоролики в соцсетях, где обзоры квадрокоптеров съемочных и так далее. В итоге там попалось одно видео, где квадрокоптер как-то странно летает, не так, как все остальные. Ну, то есть он делает трюки и так далее. Я посмотрел, что это. Там на картинке было что-то такое странное с проводами, там как будто человек сам в подвале сделал. Мне стало интересно, как это делается, или возможно ли вообще сделать. В итоге я начал смотреть видео, как люди их собирают, устраивают. И в итоге в 21-м, наверное, году, точно уже не помню, я решился собрать свой первый дрон, а потом уже как-то затянуло меня, и вот я здесь. Интересно тогда, то есть сначала все-таки в средствах массовой информации увидел, да, и подумал, что-то он странно летает, да? Да, как-то странно летает. Вот молодец какой-то, то есть такой очень здоровый, да, интерес у человека был, да? Хорошо, Сергей Михайлович, а как давно вы занимаетесь беспилотниками, да, и почему именно к ним у вас такой университет, и, собственно, вы руководите ими теперь вот этими проектами уже на базе университета, да? Да, совершенно верно. Плотно я занялся в ближайший год, то есть мы прошли кучу курсов повышения квалификации, ездили по разным городам, то есть в Новосибирск, Самару. Этим летом у нас тоже командировка планируется, то есть мы не стоим, мы развиваемся, да. Также у нас в этом году открывается Центр беспилотных систем при базе университета. Вот, как-то так. То есть университет поддерживает ваши все идеи, да, и начинания. Да. И, собственно, ребятам это все интересно. Да, совершенно. Самое главное, да? Хорошо, Анатолий, а вот как ты готовился к соревнованиям, да? То есть, может быть, много читал, писал, или как вообще идут подготовки к подобным соревнованиям? У меня даже никаких идей-то не возникает. Ну, там ничего читать особо не надо уже в процессе. Там главное выучить движение, и нужно думать не как повернуть, а куда повернуть. Вот это я сидел, вырабатывал в себе. Там через симулятор и через вот этот маленький дрон. Там у нас был специально подготовленный трек с трассой, с маленькой трассой. Вот это самодельная вещь?
Наполовину, да. Мне его пришлось слегка разобрать, где-то там вот тут заклеить и потом обратно собрать. То есть это твой? Или у всех участников был такой? У всех был такой, примерно такой же. По размеру они одинаковые. Ага. Но, к сожалению, мой, вот этот, он слегка не подходит, потому что у него мощности чуть больше, чем надо по регламенту. Еще и такие нюансы были, да? Да. Хорошо. Куда можно сегодня поступить ребятам, которые вот безумно интересуются всем этим, да, но в рамках там, своего маленького сообщества, да, комьюнити, либо же вот просто дома сидят, увлеченно занимаются, что-то клеют, также проводки соединяют. Есть ли возможность у них поступить и получить образование именно по дронам? На данный момент сейчас просто идут занятия в форме факультатива, то есть свободные, да? Это для свободного посещения. Планируется введение уже в специальность, но это в будущем. В будущем только. Ага. Ну, желательно техническое образование иметь, но мы рады видеть всех, на самом деле. Ну и, Анатолий, что бы ты мог посоветовать ребятам, которые только начинают осваивать тонкости управления дронами? Ну, для начала начать упрощать, потому что только если начать, там все сложно звучит, там пит, какие-то непонятные слова. Надо просто упростить это у себя в голове. И если упал, то просто пойти поднять дрон, либо если в симуляторе, то кнопку нажать. Падение — это абсолютно нормальная вещь. Да. Ну, да? Будущая профессия у тебя какая, Анатолий? Автоматизация и производство. Ну, то есть это оператор промышленных систем. Очень сложно и интересно. Да, очень сложно звучит. Но на самом деле очень интересно и довольно современная профессия. А как ты выбирал ее? Ну, физико-технический институт. Ну, во-первых, мне интересна была физика, ну и техника. А там уже я смотрел по направлениям, там автоматизация технологических процессов было. У меня как раз был 3D-принтер, так что я считаю, что я более-менее знаком с промышленным оборудованием, полупромышленным. Молодец. Ну что, мы желаем тебе удачи Спасибо. в твоей учебе. Ну а, Сергей Михайлович, мы желаем вам, чтобы все-таки побольше было таких вот заинтересованных ребят. Ну и, собственно говоря, чтобы в будущем вот эти знания принесли им, знаете, такой какой-то результат. Ну и самое главное, чтобы они увлеченно всем этим занимались. Спасибо. Ну а тем временем власти Якутии уже давно работают над созданием на базе регионального Минэкологии организационной структуры, которая работала бы и вот именно направлена была на применение беспилотников для мониторинга ситуаций, ну, к примеру, с пожарами, подсчета подголовья животных, да, забора проб воды. Так вот, например, недавно с помощью дронов смогли пересчитать белых медведей в Якутии, а также с помощью квадрокоптеров обеспечили оленеводческие бригады, например, да, и сегодня они могут мониторить, где находится их поголовье. Конечно, подобные исследования помогут сохранить, а может даже увеличить популяцию редких и уникальных животных в республике. Тем временем в Мирнинском районе на днях появилась на свет малышка Марта. Подробнее в материале у наших коллег. Знакомьтесь, это Марта. Неделю назад она родилась в парке «Живые алмазы Якутии». И посмотрите, она совершенно не боится общаться с людьми. Более того, с ней даже можно погулять. Вот так, на поводке. Правда, кто кого выгуливает, непонятно. Миниатюрные копыта и розовый молочный носик. Пожалуй, самый черствый сухарь умилится, взглянув на этого яка. До лета белоснежная мадам наберет сил в домике участкового госинспектора природного парка. Воду Марта пьет аппетитно, причмокивая, а каждые 3 часа Александр Михайлов дает малышке козье молоко. Сразу видно, кто тут папочка. Увидев мужчину, ячонок виляет хвостом, как щенок, а после трапезы спешит благодарить. Ну как она к вам, конечно, прям целоваться лезет, любит вас. С рождением Марты поголовье яков в Мирнинском парке увеличилось до 7. Ранее як Юленька родила первенца Уранхой, а у Яшмы появилась Марфа. В этом году здесь ждут еще пополнения. Из других районов республики в Живые алмазы Якутии привезут рысь и овцы-быков. Содержать животных, покупать технику и вольеры помогает Алроса. Компания ежегодно направляет на содержание парка 4 миллиона рублей. 2024 не исключение. Сегодня вблизи базы Чон-Алыр живут пятнистые олени, изюбры, яки, якутские лошади, медведи, павлины и, конечно же, бизоны. Сохранить популяцию этих лохматых гигантов тоже помогает Алроса. Для размножения лесным бизонам нужны просторные территории, поэтому компания направит деньги на ремонт и реконструкцию объектов в якутских бизонариях Усть-Буатама и Тымпынай.
Мы заключили новый договор целевого финансирования 2024-2025 годы с компанией «Алроса» на реализацию обеспечения условий программы рекклиматизации лесного бизона на общую сумму 3,5 миллиона рублей. В защите нуждаются и дикие северные олени. Их численность под угрозой из-за крупных хищников и браконьеров, которым не дают покоя шкуры, понты и языки. Якутский спецотряд «Запад», созданный дирекцией биологических ресурсов, борется с браконьерством и следит за миграцией и размножением рогатых. В этом году на закупку снаряжения и технику «Запад» получит 2 миллиона рублей от «Алроса». Жители республики должны знать, что дикий северный олень находится под защитой. Запущено много разных проектов по информационно-разъяснительной деятельности, по оснащению инспекторов, по поддержке рейдов, научно-исследовательской работе. Компания «Алроса» уверена в том, что эти и другие природоохранные мероприятия позволят нам сохранить уникальную популяцию дикого северного оленя. «Алроса» хоть и специализируется на добыче алмазов, не забывает про социальную деятельность и десятилетиями является партнером в реализации проектов по охране природы и биоразнообразия. Компания считает, это показывает стремление к устойчивому развитию и ответственному подходу к экологии. Кристина Каширина, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Таким было утро вторника. Мы увидимся уже завтра в это же время на телеканале «Якутия-24». Желаем всем прекрасного утра и хорошего дня.